Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде состоится саммит глав Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова оплатит поездку детей в Авазу. 2 российских театра приедут в Туркменистан с гастролями и другие новости. В Ашхабаде в начале августа состоится саммит президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Вопросы подготовки и проведения саммита обсудили в среду главы МИД стран-участниц Рашид Мередов, Сираджиддин Мухриддин и Бахтиер Саидов. Встреча проходила в формате видеоконференции. Министры обсудили проект программы, повестку дня предстоящей встречи, а также проект итогового документа саммита. Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова выделит средства на оздоровление юных пациентов, перенесших сложные операции. Они будут отдыхать в детском оздоровительном центре «Даянч», который находится в национальной туристической зоне Аваза. Напомним, что благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова был создан в марте 2021 года. За время своей работы организация оплатила сложные операции 140 детям с врожденными заболеваниями. В Туркменистане осенью 2023 года состоятся гастроли 2 престижных российских театров – Государственного академического малого театра России имени Евгения Вахтангова и Российского академического молодежного театра имени Александра Гончарова. Об этом сообщила Юлия Зайцева, руководитель Русского дома в Ашхабаде, в интервью официальному каналу Федерального агентства по делам СНГ. По словам Зайцевой, гастроли театров станут ярким событием в культурной жизни Туркменистана и подтвердят дружественные и партнерские отношения между двумя странами. С августа в средних общеобразовательных школах Туркменистана стартует прием документов для поступления детей в 1 класс. Для этого нужно предоставить следующие документы: копию свидетельства о рождении, медкарту с Дома здоровья, характеристику из детского сада. Необходимо также заполнить заявление о приеме в школу и на момент подачи документов иметь при себе оригиналы паспортов родителей. Прием в школы проводится для детей 2017 года рождения. Член Политбюро ЦК Компартии КНР и бывший руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И стал новым министром иностранных дел Китая. Он сменил на этой должности Циньгана. Назначение Ван И было утверждено на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. С 28 июля по 8 августа в городе Чэнду пройдет Всемирная летняя универсиада Чэнду-2021. В ней примет участие студенческая сборная Туркменистана, которая будет представлена в 4 видах спорта – легкая атлетика, ушу, плавание и дзюдо. Универсиада в Чэнду изначально планировалась на 2021 год, но из-за пандемии COVID-19 была дважды перенесена. Несмотря на это, она сохранила свое первоначальное название. Известный сингапурский ММА-промоушен One Championship планирует провести отборочный турнир в Центральной Азии, в котором могут принять участие бойцы из Туркменистана. Проект называется Road to One. В рамках проекта будет проведена селекция лучших бойцов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Туркменистана, которые будут бороться за право выступать в One Championship. В штаб-квартире Оргкомитета Олимпиады 2024 в Сен-Дени показали, как будет выглядеть олимпийские и паралимпийские факелы. Эстафета огня начнется в Марселе 8 мая будущего года. В дизайне факелов отражены 3 идеи – равенство, Париж и умиротворение. Они сделаны из переработанной стали и весят 1,5 килограмма. Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа следующего года. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября. Девизом игр стал слоган «Давайте широко откроем игры». На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш – самый надежный источник новостей.